Давайте посмотрим, что можно сделать, чтобы просуммировать несколько различных значений. Ну, первое, с помощью формулы мы можем просуммировать их вручную. Пишу равно 10 плюс 15 плюс 20. И получаю соответствующий результат 45. То же самое мы можем проделать, но не указывая конкретные цифры, а ссылаясь на ячейки. То есть пишем формулу еще раз, равно первая ячейка плюс вторая ячейка плюс третья ячейка. И получаем результат. Похожего результата мы можем добиться и с помощью функции SumMA. Ее синтаксис вы видите вот здесь. И эта функция суммирует те значения, которые мы заложим внутрь нее. Обязательным для функции SumMA является только первое значение. Все последующие являются опциональными и их можно не закладывать. Ну и давайте начнем с примера попроще. Пишу равно SumMA, открываю скобку и внутрь закладываем три числа, прописывая их вручную. 20, точка с запятой, 25, точка с запятой и 30. Закрываю скобку. Все значения мы разделяем между собой точкой с запятой, пробелы не ставим. После того, как мы нажмем на «Ввод», будут просуммированы три этих числа. В результате мы получаем 75. По аналогии мы можем сослаться на ячейки, содержащие числа. Еще раз пишу равно SumMA, открываю скобку и уже внутрь закладываю не цифры, а ссылки на ячейки. Точно так же разделяя между собой их точкой с запятой. Закрываю скобку, нажимаю на «Ввод» и получаю результат. Так работает функция SumMA, она суммирует все, что мы заложили внутрь нее. И в отличие от того способа, который мы использовали в начале, у нее есть некоторые свои особенности. С помощью функции SumMA мы можем просуммировать не только отдельные ячейки, но и диапазоны данных. Пишу равно SumMA, открываю скобку и закладываю сразу весь диапазон. С первого по последнюю ячейку, протягивая его курсором мыши. Закрываю скобку, нажимаю на «Ввод» и получаю результат суммирования. Чем отличаются друг от друга эти два способа, когда мы закладываем диапазон и отдельные ячейки? Например, представим себе, что в нашу таблицу будет добавлен еще один столбец, и в нем окажутся какие-то данные. Как мы видим, вот это значение не пересчиталось, потому что нужную ячейку мы в него не закладывали, а вот сюда мы заложили диапазон с первой по последнюю ячейки, и все, что в промежутке, также в этот диапазон входит, в том числе и ячейка из только что добавленного нами столбца. Давайте еще раз посмотрим на синтаксис этой формулы. Мы заложили с вами сюда значение 1. Мы пока что не поставили точку с запятой. Это значит, что мы можем ее здесь поставить и добавить туда еще какие-то значения. Мы уже понимаем, что значения могут быть как числа или ссылки на ячейки отдельные, так и сразу диапазоны данных. Давайте напишем формулу еще раз, но теперь внутрь функции SumMA заложим не один диапазон, а после него поставим точку с запятой и добавим туда еще один диапазон. Теперь у нас их будет два. После того, как мы закроем скобку и нажмем «Ввод», мы получим результат суммирования для этих двух диапазонов. Ну и по аналогии мы можем внутрь функции SumMA заложить даже сразу всю нашу таблицу. В результате будут просуммированы все те значения, которые в таблице присутствуют.